Здравствуйте! В эфире «Студенческие новости» и с вами я, Анна Зубарева. В нашем вузе стартовал новый проект «Университет в лицах». Сфотографироваться и стать частью большой выставки про университет смог каждый желающий. Фотографы предлагают каждому сделать снимок, который потом появится на выставке фотографий, посвященной университету. Таким образом, каждый студент может почувствовать себя неотъемлемой частью СГУ и даже как-то особенно представить свой институт. Авторы и фотографы проекта – студенты Виктор Кокарев и Михаил Воловецкий. Идея такого проекта у меня была давно. Как-то посмотрел выставку фотографий «Американский Запад». И у меня была идея воплотить ее, скажем так, в рамках Республики Коми. И потом как-то у меня со временем амбиции уменьшились до отдельно взятого института. Авторы проекта ищут лица среди студентов всех институтов. Кто-то сам подходит к фотографам и просит запечатлеть себя, а на кого-то нужно устраивать настоящую фотоохоту. Группа, вы не против, если я вас фотографирую? А мы домой идем уже. Цель данного проекта – это сделать такой необычный, своеобразный подарок нашему университету. Фотосессии проходят в фойе, коридорах и аудиториях разных корпусов. Проект продлится до конца февраля, после чего состоится выставка снимков в главном корпусе. По окончанию выставки каждый желающий сможет забрать свою фотографию. Будешь ждать свои фотографии? Конечно, буду ждать. Ждать, конечно, да, с нетерпением. А заберешь свою фотографию себе? Себе? Ну, наверное, да. По словам организаторов, на выставке будут представлены фотографии не только студентов, но и преподавателей. Не обойдется и без снимков руководящего состава университета. Анна Зубарева, Иван Нестерец, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. Приближается День защитника Отечества. Наши корреспонденты решили узнать мнение студентов. Нужно ли служить в армии и кто должен отдавать долг родине? Как ты считаешь, должен ли мужчина служить в армии и почему ты так считаешь? Ну, думаю, должен, потому что это его перевоспитывает, может, делает сильнее и так далее. Да, должен отдать долг своей родине, но это обязанность мужчины. Я считаю, что мужчина, если у мужчины есть дети, то мужчина не должен идти в армию, вне зависимости, один у него ребенок или больше, так как он пропустит целый год жизни своего чада. Я считаю, что только по желанию, как и женщины. Считаю, что должны. Ну, прежде всего, во-первых, это для них нужно. Они как бы становятся мужественнее, сильнее, более ответственнее. Как ты считаешь, должна ли девушка служить в армии и почему ты так считаешь? Нет, потому что они там не вынесут всего этого. Да и не надо, я думаю. Конечно. Нет. Да блин, как, Сергей, вы что, должна? Ну, а вы можете сказать, почему так считаете? Почему? Ну, это модно, в тренде. Конечно, конечно. А вы считаете? Я считаю, что есть определенные женские профессии, определенные мужские. И в армии лучше мужчинам быть. Конечно же, должна, потому что задача каждой женщины сделать 3 вещи в своей жизни. Это родить ребенка, сварить борщ и научиться разбирать автомат Калашникова. Я считаю, что девушка не должна служить в армии, так как она должна заниматься своими делами, такими более женскими, а защищать родину должны мужчины. Ну, я думаю, что лучше не надо. Пусть ждет, пока парень вернется из армии. В этом году ко Дню защитника Отечества были организованы не совсем привычные соревнования. Что же в них было необычного и кто с легкостью справился со всеми испытаниями в следующем сюжете. И действительно, напряжение в этот день было высоким. В спортивном зале пединститута встретились команды различных структурных подразделений университета и представители военной учебной части. Сражались они за победу в военно-патриотической игре «Есть такая профессия – Родину защищать». Представительниц слабого пола такое ярое сражение сильных мужчин вызывало бурю неконтролируемых эмоций. Особенно радовались девушки при виде молодых людей в военной форме. Существует мнение, что мужчины в формах, они больше привлекают девушек. Ты согласна с этим? Ну, думаю, да. Ну вот почему? Ну, не знаю, они более мужественные,
красивые, симпатичные. Не знаю, ну, уважение какое-то, может быть, защитник, душа греет то, что рядом с тобой будет надежный человек. К сожалению, многие юноши не горят желанием примерить форму и отдать долг своей стране. Но есть такие, кто всю свою жизнь посвящает службе. Возникает вопрос, защищать Родину – это профессия или призвание? Смотря с какой стороны рассуждать. Если можно рассудить, что это призвание. Если бы не было призванием, как бы, ну, работаю я здесь, скажем, по зову души. Вот. Если бы это не было призванием, то не было бы, наверное, моей профессии. Поэтому как-то вот так. Моя профессия соответствует моему призванию. То, что вы видите сейчас, это не простая женская прихоть, а это один из сегодняшних конкурсов. Сегодня были прыжки в длину, подтягивание и стрельба. Самым эмоциональным состязанием оказалось перетягивание каната. По итогам всех этапов бронза досталась Институту естественных наук. Второе место заняли спортсмены из Института точных наук и технологий. С отрывом в 1 балл победили студенты Института социальных технологий. Мероприятие называется «Есть такая профессия – Родину защищать». Вот вообще ты в перспективе собираешься защищать Родину? Конечно, я вообще полностью хочу защищать Родину, потому что как бы это для моей дальнейшей работы очень понадобится сильно. В общем, вот так. Ну поясни, для какой работы? Собираюсь работать в МЧС. В этот вечер военные своим примером показали, что мужество в силе, а хороший пример всегда заразителен. Ксения Панюкова, Яна Румак, Иван Нестерец, студенческое телевидение Сыктывкарского университета. А в 4-м корпусе все в шоколаде. Точнее, в блинах. Студентки Института гуманитарных наук отметили Масленицу и заодно поздравили своих защитников. В Институте гуманитарных наук 20 февраля прошел конкурс «23 блина для реального пацана». 5 девушек выставили свои угощения на строгий суд защитников, которые собрались в холле 2-го этажа, чтобы отведать сладкие поздравления. Как вам такой вкусный подарок? Замечательно. Это все, что нужно. Пока все желающие дегустировали блины, мы решили узнать, правда ли, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я думаю, это один из путей. И самый главный, и самый вкусный. Думаю, да. Это, конечно же, верно, но я считаю, что существуют и другие аспекты. Нет, неправда. Если мужчина любит девушку, значит не через желудок. А если не любит, соответственно, может быть и через желудок. Скорее всего, это правда, но если парень умеет действительно готовить сам, то девушку он может выбрать по другим аспектам. Верно, я люблю хорошо поесть. Ешьте хорошо, женщину любишь после этого. В то время, как все блины были съедены и выпит весь чай, подошло к концу голосование за лучшее блюдо. Организаторы с легкостью посчитали, чье угощение пришлось по вкусу большинству парней ИГН. Самым лучшим оказался блинный торт под номером 2. Самой хозяйственной девушкой Института гуманитарных наук, самым лучшим поваром признана Левковец Ирина. Победитель конкурса Ирина Левковец и в прошлом году заняла 1-е место. Так в чем же секрет успеха? Ну, я просто очень люблю готовить. Делаю это частенько для своих любимых, для своего любимого человека, для своих родителей. И всегда получается, не знаю, вкладываю душу. Евгения Ивина, Иван Нестерец, телестудия Сыктывкарского университета. Женский коллектив студенческого телевидения поздравляет всех мужчин университета с 23 февраля. Впереди 8 марта. Готовьтесь. А с вами была Анна Зубарева, и это студенческое телевидение. Пока-пока.